Добрый день, меня зовут Сторожева Аня, я ученица 9 класса школы АИК. Тема моей работы про национальные настольные игры Хабалык и Хамуска. Мое выступление становится особенно актуальным в настоящее время, так как дети нашего поколения стали чаще проводить за гаджетами. И вот к нам на помощь приходят увлекательные настольные игры Хабалык и Хамуска. Они одновременно развивают меткий глаз, острый ум и гибкие пальцы. Цель работы — научиться правилам игры в якутские настольные игры Хабалык-Хамыска. Задача работы — чтение литературы о происхождении Хамыска и Хабалык, изучение правил игры в Хабалык-Хамыска, проведение анкетирования учащихся и выяснить знания национальных настольных игр, выяснение особенностей национальных настольных игр. Предмет исследования — национальные настольные игры. Объект исследования — Хабалык-Хамыска. Методы исследования — анализ и обобщение литературы, занятия в кружке Хабалык-Хамыска. Каждый год я участвую в городских и республиканских турнирах и занимаю там призовые места. В 2020 году я участвовала в дистанционном онлайн-турнире «Руководитель, педагог, родитель и ученик» и заняла там первое место. История настольных игр начинается во времена развития древних цивилизаций. Современные исследования показали, что все их разновидности имеют общий корень, причем в основном в странах Востока, Индии и Китая. Мы решили сделать подборку традиционных игр для всей семьи в разных частях света, как Манкала — Африка, Гоу — это Китай. Особенности настольных игр. Настольные игры отражают традиции, образ жизни, быт якутского народа. Они развивают гибкость пальцев и кисти, ловкость, координацию, находчивость и быстроту. В эти игры могут играть и дети, и взрослые. Материал и изготовление инвентаря доступны всем, экологически чистые, не нужны большие финансовые затраты и специальные помещения. Я провела анкетирование среди учеников 9 классов. В общей сумме приняли участие 85 детей. Я пришла к такому выводу, что некоторые ученики не умеют играть в Хабалык и Хамуска, но большинство хотят научиться играть. И пришла к такому выводу, что якутская настольная игра развивает ум и логическое мышление. Она считается гимнастикой для ума. Игра учит считать, соображать быстрее. Развивается мелкая моторика и гибкость пальцев и кисти, ловкость, координация движения руки. Игры развивают такие личностные качества, свойственные успешным спортсменам: стремление к успеху, настойчивость, азарт, раскрытие собственного потенциала. Настольные игры народов мира помогут провести время с пользой и удовольствием для вас, а еще и познакомиться с культурным наследием разных уголков нашей планеты. Спасибо за внимание.